Dilberlik, senin ne kadar şekillerin var. Sarı kızıl çiçeklerde, altın yapraklarda, güneşin güzel nurlarında bile aks edilesin. Şu güzellikni sanatqa çevirmek haqiqiy bir istidat, görmek ise ustalıktır. Her bir sanat özünün özgünlüğünün maktana bile. Miras programması bu yayında istidatlı ressam Elmas Murahas'ın icadıyla tanış edecek ve onun eserlerinde dilberlikni tapacak. Искусство для меня это моя история. История моих предков, моего дедушки в первую очередь, потому что я все детство провела с ним. Он был сам художником, его сын стал художником, потом я. Я надеюсь, это дальше продолжится. Вот это вся моя история. Ressam ile görüşü daima büyük kıvanç. Fırçı ustası güzellikni ve sade adam görmegenini göre dep düşünemiz. İcadında ecdatlarının ruhunu sindiriler. Bazı vakitleri aynı şu ruh nesillerge geçebilir. Onlar öz nevbetinde baba dedelerinin işini devam etmekte. Böyle etip sanatqa yol tesadüfi olmay. Kahramanımız Elmas Murahas misal olarak ressam Sadık Аджи Селимовның torunıdır. Я с дедушкой жила, я была во всех его мастерских. Вот, кстати, он мне привил такую черту, что мастерская всегда должна быть дома. То есть это неотъемлемая часть твоей жизни, это всегда вот то, что с тобой рядом. И я вот не понимаю мастеров, у которых мастерские там где-то в центре города, он живет здесь. Я думаю, как это? Вот, потому что у меня вечером бывает желание вот просто зайти, посмотреть там на свои работы, придумать что-то новое и вернуться, наверное, в свою комнату. Вот. У дедушки была мастерская в доме, его комната рабочая, и мастерская во дворе отдельная тоже он построил. И я с ним всегда ходила так хвостиком туда-сюда, туда-сюда. Вот. С тех пор у меня началась именно тяга к искусству. Он в 12 лет пережил депортацию, и все его творчество было посвящено этому. Он писал не только картины, он писал поэмы, писал детские сказки, но, конечно, весь упор был именно на художественное искусство. В его творчестве было именно вот кадры того события, жизни после, того, как они возвращались. Все было именно в этом его искусстве. Sadık Аджи Селимов öz halkını, vatanını can yürekten sevgen ressamdır. Onun her bir eserinde Kırım tasvir olungan. 32 yıl devamında Özbekistan'da ressam resmileştirici ve tasviri sanat dersleri boyunca hoca olup çalıştı. 1992 senesi vatanına doğma Uskut'ke kayta. Bundan gayrı Uskutlu fırçı ustası balacıklar için poema ve şiirlerini yazıp illüstrasiya yapaydı. Onun torunu tek resim yapmak istidatını değil de her taraflama ilerleme sevmek çizgisini de kart babasından asabalık olarak aldı. Kız resimlerden gayrı vitraj ve epoksit katranından meraklı şeyler yapar. Her icadkar öz işini terin manalı yapmağa tırışa. Misal olarak bu epoksit katranından yapılganlar Kırım Tatarlarda zenginlikni ve bereketni bildirir. Kırım Tatar medeniyetinde de nar bereketlik, onun beraber ebedilik, bolluk, muvaffakiyetni bildirir. Manevi taraftan hikmetni gösterir. Milli örneklerimizin ezgilerinde bu kadın kızlar timsalidir. Şu subtropik meyvanın vatanı Acemistan'dır. Asırlar devamında nar çok icatkarlarının ilhamı ve kahramanı ola. Onun tasviri bereket timsali.
Я бунарны иҗат этмек өчен нелер yapmak керек екен? Бойланарның yapılması nasıl басамаклардан кече екен? Процесс работы, допустим, заливки такого граната, это подбор силиконовой формы. Каждая работа заливается на силиконовую форму. У меня есть такие силиконовые формы, просто дальше уже работа с самой эпоксидной смолой, то есть мы объединяем два состава, размешиваем их, и вот за время, которое нам дано, мы начинаем работать. То есть я развожу два пигмента, допустим, оставляю один прозрачный и поэтапно заливаю. Сначала заливаю края темным, далее заливаю прозрачный слой. И когда они объединяются здесь по краю, я вот в этих местах заливаю еще один какой-то оттенок, чтобы он отличался, и тогда получается очень красивый узор. Вот. И в середину уже мы сыпем какие-нибудь украшения, какие-то наполнители и ждем 24 часа. Через 24 часа работа застывает. Мы ее снимаем из формы и получаем что-то уже, что там получится, потому что никогда не знаю, что там получится. И с такими техниками очень интересно экспериментировать, то есть заливать в разные этапы слои, в разные этапы цвета все заливать. И каждый раз что-то будет разное. Гранаты, я вообще очень часто гранаты использую в творчестве. Это и в живописи у меня много картин с гранатами, и в эпоксидной смоле тоже очень много гранатов. Не знаю, как-то это мне очень нравится. Может, это что-то наше, культурное. Якараманымыз санатның кайсы юнелешінде да çok çalışмага seviyor екен? Больше я, конечно, люблю живопись, красками писать. И эпоксидная смола тоже мне приносит большое удовольствие, потому что процесс – это такое расслабление. Ты, во-первых, не знаешь, что ты в итоге получишь, потому что она очень своеобразно работает. А во-вторых, ну это да, вот просто расслабление. Самая любимая работа, это чаще всего в каждом направлении, это самая первая работа, потому что в нее вкладываешь больше всего. Ты сначала узнаешь информацию, собираешь все материалы, и вот она самая первая у тебя получается. Допустим, вот этот витраж, это был самый первый витраж. Вот этот витраж тоже был самым первым и самым тяжелым из всех. А из эпоксидной смолы я даже уже не помню свою первую работу, но я помню, что это тоже был такой восторг. Эту работу мы начали выполнять на втором курсе университета. Это было задание нашего куратора. Она тоже витражист и задала нам такое задание. Это настоящий витраж. Как эта работа зародилась? То есть сначала мы рисовали эскизы. Все начиналось вроде бы неплохо, но сам процесс работы очень долгий и очень трудоемкий, потому что это пайка стекла, это обработка стекла, и всегда, когда ты паяешь одну сторону, вторая сторона расходится по швам. Это были очень много было нервов, я очень сильно расстраивалась, и сама работа у меня заняла где-то год. Вот весь второй курс я занималась этой работой, поэтому она для меня очень дорогая. Сөз келімі витраж декоратив санатының бір чешіті оларақ Орта Шарқ ве Орта Асия мемлекетлерінде тарқалған. Эсасен жами ве мескен евлерде пенжерелерінің жамларында куланған. Пенжере дамлары чешіт ренклі геометрик шекіллер ве өсімлік өрнеклеріні тасвир еткен. Жам интерьер унсуру кеби, оданы мучизелікнен сарған. Өзгін яры байрамлық, ярашықлық ве гізлілік мұйтыны бағышлаған. Бойлеже, эвелезелден ислам мемарлығы шул гүзеллікні өзінде сіндірді. Қырым жәмелері де бұл адетні өз мемарлығында куланған. Ресам өз ижадында парлақ түслерні куланмаға севе. Эсерлерінде мұтлаққа қызыл, сары, салата ренклері олмалы. Яуны не ильхамландыра екен? Разные вещи на самом деле вдохновляют. Я люблю смотреть работы разных художников, это очень вдохновляет. У каждого брать какой-то вот стиль какого-то рисования, комбинировать и рождать что-то свое. Вдохновляют воспоминания, вдохновляет любое настроение, даже не обязательно хорошее настроение вдохновляет.
вдохновляет какой-то старый фильм, старый мультфильм. Это вот те вещи, которые я люблю, вот которые что-то задевают за живое, и все. Художником может быть каждый в каком смысле. Если именно технически рисовать можно научиться. Я думаю, это вот просто есть там тоже, как и в математике, определенные формулы, которым ты следуешь и которым ты можешь, да, научить рисовать. Но талант — это что-то, что тебе помогает освоить эти навыки намного быстрее. Ты эти навыки усваиваешь. Они как-то у тебя вот просто так должно быть, тебе кажется. И тебе не нужно углубляться особо, чтобы все эти штуки понять. Ты просто понимаешь, да, так должно быть. Вот. И именно что-то духовное ты вкладываешь, когда это именно твое. Ты не рисуешь просто вот так по штампу. Ты что-то вкладываешь всегда свое, и поэтому ты получаешься уникальным. Поэтому рисовать может научиться каждый, я считаю. Но именно стать художником, я думаю, нет. Көргеніңіз gibi istidatlı adam her şeyde istidatlı. Bunu bizim kahramanımız ispat etti ve sanatka sevgi aşılandıra.